Так, вроде все пошло. Стрим пошел. Всем привет. Сегодня мы будем продолжать Resident Evil. Надеюсь, скоро пройдем. Привет, привет. Надеюсь, скоро пройдем и будем уже подключаться к другим играм. Так, сейчас. Привет, Эллен. Ой, блин. Что-то решила подключиться. Резко так захотелось. Сегодня пораньше с работы пришла. Где-то в 6. Все сделала, все всякие дела свои домашние, решила это. Чё бы не постримить. Надо уже допройти Резидент. Там, наверное, еще куча всего впереди нас ждет. Так. Запускаю. Угу. Ау. Как это пропустить? Что это? Это не я. Он этот не видит. А я думаю, почему не этот не подключается? Ой, не пропускает. Ой, извините. Я думала, она загружается. Я еще почему хочу захотела, то есть сейчас стримить, потому что если я буду проходить там через неделю там или когда мы там хотели, то я все забуду. Опять буду сидеть, вспоминать, если мы будем еще в другие игры играть. Так, а что тут было? Только что сказала, что этот... Ладно, вроде сохранились все. Сейчас, блин, сколько много всего. Охренеть просто.
Так, у нас вот здесь паучара. Там я же остановила, да, этот. А, мы этот умерли же. Но я вроде все сделала там, чтобы потом не делать это 300 раз. Я просто так хочу пройти эту часть. Потом будем 5-ю часть проходить. Еще посмотрим, может, кого-нибудь найду, чтобы вместе проходить 5-ю часть. Так, а я тут все взяла, да? Угу, все то же самое говорит, ладно. Так, что здесь? А, понятно. Динамит. Так, вот тут надо разобраться с акулой, которая там в воде лежит. Вот эти акулы, кстати, мне вроде как ничего не смогут сделать, которые валяются. Ой, что сделала? На Ютубе там кто-нибудь может проверить, пожалуйста, чтобы этот я знала это. Работает там чат или нет сейчас. Эйлин, можешь зайти проверить, пожалуйста? А то вдруг там пишут, а я не вижу. Вот плохо без ноутбука мне. Привет, Лео. Так, если я сейчас спущусь, она меня сожрет. Я могу в нее пострелять. Или это будет бесконечно? О, работает. Найс. Дота 2. Спасибо за проверку. А вот и Ботрикс подключился. Фух, у меня руки что-то потеют. Так, что делать надо? Может ее А, нет! Так нужно было. Найс. Ринджира, это ты, что ли, Лео? Я думаю, это два разных человека. Его замкнуло. Так, тогда я могу спуститься, да? Подожди, там что-то светится. А что она дергается? Я надеюсь, она сдохла. Это ты? Окей.
Хорошо. У тебя и в Телеграме такой же ник, как и в Ютубе. Так, ну туда, в ту комнату бесполезно идти, поэтому мы сразу сюда пойдем. Я нашла какой-то ключ. Оказывается, это было так легко, надо было просто толкнуть. Не шаришь за телегу. Старый. Так, а что за ключ? Давайте посмотрим. Отпечатано слово галерея. Понятно. Отсюда. Ясно. Так, я вижу патроны. Я вижу мух. Ой, пчел, ос, кто это? Сука. Как жалко, что этот... Я не хочу ножом пользоваться. Почему-то так это... Так, но они меня не отравили, это хорошо. Запирающий дверь механизм. Так, телефон подзарядился. Сейчас. Нет, подожди. Никогда ничего заранее не надо нажимать на всякий случай. Ассортимент старых приборок и колб. Закрыто на табличке надпись 003. Значит, нам дадут ключ потом, да? Тут дверь? Нет, показалось. Заблокировано с другой стороны. Ясно. Какие-то мухи, что-то там. Это что такое? Вау! Чел какой-то. Труп с выражением боли на лице. Он что-то держит. Спрей от насекомых. Прикольно. Ой. Это не как оружие, а как... Слишком опасно идти дальше. А мы сейчас вот так сделаем. Ой. А почему ты так не хочешь делать? Помповый спрей, внутри обилие инсектицида. Так, и чё? А почему я не могу его использовать? Что их много? Блин, я хочу чуть-чуть поближе подойти. Чтобы вот это использовать. Ну ладно, это походу, наверное, не так, да, должно действовать. Ладно, тут, короче, какая-то фигня была, вот она.
Чё? Натравить их и обрызгать? Сейчас посмотрим. Так. Вот эти глаза были в комнате с тарантулом. Это под этой подсвечкой было. Но я не помню, чтобы там были какие-то цифры. Ну-ка, пойдемте-ка проверим. Сейчас. Ой. Наступило. Так, это где было? А, это тут было. Тут ходит этот большой его пушистый паучара. Вот. Лампа светит оранжевым светом. Так, что это может значить? Оранжевый глаз. Так, надо запомнить это. Жопа. Тихо ты. Я тебя сейчас убью. Слышь ты. Паучар. Лампа светит зеленым светом. Ой. Ладно. Этот паук, он, в принципе, не так уж прям на нас нападает. Он, если что, короче, если его отстрелять, он потом регенерируется. Лампа светит красным светом. Может, вот эти реснички или что это, я не знаю. Но это вроде ничего не решает. Ну тут никакой цифры, ничего не указано. Непонятно, ладно. Пойдемте-ка. Так, думай. Быстро. Я не видела там никакие цифры. Что это значит? Ой, бля! А что это они там? Я же их перебила. Надо было на них наступить, наверное, может. Хотя нет, навряд ли. В прошлый раз здесь тоже были эти пчелы эти. Я тоже их поубивала, и потом они просто исчезли. Я их не стала давить. Ой, так. Сейчас, погоди-ка тут. Посмотрю. Ну, наверное, это тупо, да? Было только что. Так, я не понимаю пока. Ну, там, в принципе...
Мне кажется, вот где вот там вот эти пчелы летают, там, наверное, какая-то вот дополнительная, дополнительный ответ какой-то к этой загадке. Вот с этими, короче, пчелами надо что-то сделать. Yes, of course. Ой, ой, ой. Ща, короче. Может быть, комбинировать с пистолетом? Обилие, говорит, внутри. Значит, его пополнять не нужно. Наступи! Наступи на них! Давай, наступай. Во. Давай теперь вторую. Во. Давай, 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 давай. Ой, бля, это чё? Чё она такая жирная? Вы видели, какая она жирная это? Сволочь. Наступи, Джилл. Ну ладно, они не встают, походу. О. Чем мы занимаемся? Пошла в жопу. Отстань, тварь. Ой, пошла. Дистресс. Да почему? А как тогда использовать? Сейчас, погодите-ка.
Растяжку. Растяжку шеи. Не, я сейчас не хочу никакую растяжку делать. Пока не используй, пожалуйста. Копи дальше баллы. Я просто не хочу сейчас вставать. Типа упражнение, короче, чтобы когда долго сидишь, стримеру, чтобы полегче было. Да что делать-то? Я сейчас все патроны просто так потрачу, если буду в них стрелять. Это же бред какой-то. Я не знаю просто, как еще это... Где? Лентяйка, да. Это я. Я 100% этот... Королева лентяев. Нет, я пока не знаю. Я пока не понимаю. Так. Там с той стороны, говорит, закрыто. Заблокировано. Вот это вот то, что я сейчас сделала, это зря, конечно. Потому что их там много. Они не отстанут. Так. В эту дырку я смотреть не буду. Так, давайте вместе думать, что делать. Помогаем. Ай, я не понимаю. Киллер, что там киллер? Киллер матриарх. Киллер матриарх. Есть, чтобы перевернуть, нормально прочитать. Может, на этого паука сделать шнягу эту. Но я не думаю, что она к чему-то должна присоединяться. Это бред же. Это же бред. Это бред. А что у меня тут есть? Нет, ничего такого нету. Так, сейчас вот эту книгу посмотрим. Я искала, думала, может, синяя трава есть. Нет.
Ну тут пустые страницы. А давайте-ка эту книгу попробуем на тех... может, там... на вот этих свечках. Это, конечно, вообще нелогично, но стоит попробовать. Ну, конечно. Что еще-то? Что я думала? Что будет? Да, я не понимаю просто. Я не понимаю. Ну там цвета никак не поменяешь. Ну там цвета вроде такие же. Что у меня ноги замерзли, сейчас этот носки надену. Ой, блядь, давай сейчас все, упади тут. Мы же миллионеры. Так, ну и чё? Вот эти вот реснички, которые на этом глазу, оно вообще роли никакой не играет. Потому что там то же самое на тех глазах. Это просто как, наверное, отличительный рисунок. А что с ними делать, я не понимаю вообще. Может, ножиком ударить, а? Элен, помогай. Что делать? Ой. Ха-ха-ха. 2, 3, 4, 5, 6. Так, зеленое было. Зеленое 6. 6 же, да, или 9? Так, наверное, 6. Оранжевая 5. Красная 3. 6, 5, 3. Зеленая 6. Оранжевая 5. Красная 3. 6, 5, 3. Надо запомнить это. Зеленая 6, оранжевая 5, красная 3. Зеленая 6, оранжевая 5, красная 3. Зеленая 6, оранжевая 5, красная 3. На самом деле здесь очень простые загадки. Здесь нет ничего сложного. Они все логичны.
Так, тут несколько банок. Надо отложить, короче. Убрать все лишнее надо. Короче, мы сейчас сделаем... Все-таки вот этот шняга, короче, который вот это... Зря мы патроны потратили, конечно. Ну ладно, пофиг вообще. Она все-таки такая, не помогает, короче, то, что там сейчас внутри вот этой херни, потому что там мужик еще лежит, уже дохлый, уже понятно, что ему это не помогло. Так, вот это уберем пока. И нам, в принципе, пока что оружие вот это не надо. Вот это все равно оставим, потому что вдруг меня отравят. Конечно, я могу прибежать сюда и воспользоваться противоядием, но все равно пусть, на всякий случай. Ой. Так, это пустые все банки. Желтый 6 набрать немного. Так. Что-то написано на стене. 1 плюс 3 равно 4, 4 плюс 6 равно 10, 1 плюс 6 равно 7, 10 плюс 7 17, 17 плюс 3 20. Номер 3. Привет! Ой, не туда смотрю. Привет. Привыкла уже смотреть в другую сторону. Водопроводный кран. Yes. Вода. Нет. Так. Что это может быть? Нет! Ладно. Не хотела брать воду. Так, 1 плюс 3 равно 4. И что это значит? 4, 10, 7, 17, 20. Три, 6, 6, 7, 3. Так. 1 плюс 3 равно 4. 4 плюс 6 равно 10. 1 плюс 6 равно 7. 10 плюс 7 равно 17. 17 плюс 3 равно 20. Двадцать. Что это? Так, ладно. Вы не смогли синтезировать в шок.
Получилось 7. Это было желтое. Значит, это вода, это 1, что ли? Один плюс 6 равно 7. Так, 1 плюс 3 будет 4. 1 плюс 3 это получается 1 плюс 3. Это получилось 4. Теперь 4 плюс 6, 10. 4 плюс 6. Угу. 4 плюс 6, 10. Теперь 10 плюс 7 равно 17. 17. 17 плюс 3, 20. Все. Теперь вот это сюда. Ой. Куда? Вот сюда, что ли? Так, погоди. Мы получили V-шок. Загружается. Характерная коричневая жидкость. Сейчас все выльется. Хрень какая-то. Так, ладно. Мы получили V-шок. Так, а эти банки можно выбросить? Нет, нельзя. А зачем это? Б-шок. Зачем он нужен? Я думала вот сюда, в этот. Ой. Да блин. Нельзя скомбинировать. Господи, опять думать. А что у нас еще есть? Акул мы побили. Флимбли, привет. Надеюсь, правильно прочитала ник. Ай, так, ладно, сейчас будем думать. Обычно все неправильно читают. Так. Что мне делать с этим? Выпить? Ладно, шучу, не буду. Надо подумать там, где нету этих тварей. Первый раз? Нет, это... Ну вот в эту часть я играю в первый раз. В первую часть.
А так я уже... Ну, я в основном ремейки проходила, но в основном мы что-то делали с этой жижей на карте Резика, но не помню что. На какой карте? Так, сейчас будем думать. Будем думать. Может быть, это где-то говорилось об этом? Нет, записка самоубийцы это не то. Ремейки классные, мне больше нравятся, чем старые части, но и в такой камере есть свой шарм для некоторых. Кстати, вот такой камеры мне вообще не нравится. Просто вот эту часть я хочу пройти, она тоже же как ремейк считается. Поэтому нормально. Ну, в принципе, я уже привыкла к этой камере. Ну, а так я не ценитель. Я уже привыкла от третьего лица или от первого лица, разбаловали, короче. Я не могу, я, короче, поиграла в первую часть Silent Hill, и я просто пожалела об этом. Я еще для этого специально скачала эмулятор, чтобы на PlayStation 1, типа, вот, играть. С PlayStation 1 эмулятор, типа. Но это нет, это дичь какая-то была. Я просто не смогла дальше играть все. Ну вот, да, поэтому нет. Я не хочу вот эти такие... Я не придирчива к этому, что есть вот люди, которые не любят ремейки. Я вот недавно в группе ВКонтакте там читала комментарии, там очень много насчет этого писали, что типа, фу, зачем эти ремейки сделали, там вот это оригиналы лучше, ну это кратко, если сказать. Я заметила, что в основном вот те, кто играл в оригиналы, они постоянно вот ноют насчет ремейков. Я ни разу не видела людей, которые ныли насчет оригиналов. Все нормально ко всему относятся, и к оригиналам, и ремейкам. Я отношусь к этому же числу людей, которым вообще безразлично. Мне просто не нравится такая камера, я насчет этого нигде не горю, не бомблю. Просто не нравится, и я не играю в это все. Ну вот эту часть я хочу поиграть, потому что это ремейк первой части. Ну вот саму первую оригинальную часть я не буду играть, вторую, там третью я не буду. Я вот поиграла второй ремейк, третий ремейк поиграла. Четвертый оригинальный я, кстати, играла, и потом в ремейк поиграли мы тоже. Пятую часть я еще пока не прошла. Шестую часть я прошла, седьмую, восьмую прошла. Оригинальные я не хочу играть. Хоть что сделайте со мной, я не буду. Silent Hill первый, да, очень устарел, прям сложно привыкнуть. Но для меня там самое сложное было это головоломки, на самом деле. Там, кстати, вот я же хотела с прикольным переводом, с озвучкой, короче, поиграть, но меня даже это не удержало, я все равно не смогла. Многие люди считают, что раньше всегда было лучше в любом случае. Но это как вот там кто-то писал, что это синдром утенка. Типа, а вот раньше. Типа такого. Четвертая оригинальная, первая вроде была с камерой из-за плеча. Да, вот она же как раз-таки вышла, и ее считают самой лучшей частью в Resident Evil. Типа, ну, в первое время ее очень сильно не любили, потому что там была непривычная камера, типа сзади, почему типа не сверху, но потом вроде как люди с этим смирились и полюбили, короче, эту серию, и она теперь самая лучшая из всех серий. Да. Мне, кстати, в ремейке Эшли ну, так. Если честно, в оригинале она мне как-то больше нравится, хоть она и там и доставучая, и она меня немножко бесила. В ремейке она такая более самостоятельной стала там, и, в принципе, сильно так не мешала.
Но все равно что-то как-то это... Ну, Леон в 4-м ремейке это просто отвал всего. Я просто весь прошлый год с февраля месяца, как вот я начала играть в ремейк Resident Evil 2, все, я просто влюбилась в этого персонажа. У меня только одни мысли были о нем. Чисто только ради него я Resident 2 миллион раз перепроходила. 4-й Resident тоже там это перепрохожу миллион раз. Ой, не могу, ладно. Так, это что такое? А, нет, это растение, это нам нафиг не надо. Так, семейная фотография, это тоже нафиг не надо. В 6-ю часть, да, я же говорила, что я ее играла. Там, кстати, есть Хелена тоже. А так, да, 6-ю часть я играла. Но я ее сама сначала проходила, а потом уже на стриме закончила я. Там, получается, с середины, можно сказать, на стриме закончила. А так сама проходила. Я просто хотела еще с кем-то играть, но у меня нет друзей. Про него еще фильмы есть CGI, но я их не смотрела. Я очень много, кстати, фильмов посмотрела по Resident Evil. Мультиков. То есть не с Милой Йовович, вот это вот художественный, блин, высер, а мультики вот эти. Ну, мне, кстати, Resident Evil фильм, вот именно фильм, нравится вот первая часть только. Остальное это уже какая-то параша, вот честно. Ну, я бы посмотрела. Так, чисто по приколу. Подеградировать. Так, надо думать, что делать с этим V-шоком. Я просто... Я нигде не видела никакой записки об этом, чтобы... Я просто думала, может, соединить с этим, вот этой хренью, думала, со спреем, может, и побить этих насекомых. Но что-то он не комбинируется, я не знаю, что делать. А что мне делать с этими банками? У самого первого еще, может, у второго есть своя прикольная атмосфера, начало нулевых, а вот дальше остальные фильмы уже совсем плохие. Да, вот там, когда началась вообще какая-то последняя часть, вообще какая-то хрень просто. Там они что-то как-то все перемешали. Они уже сами, наверное, забыли, что они снимают фильм «Обитель зла». Они уже там что-то уже все напутали. Появляется какая-то там Элис, другая, что-то еще. Короче, вообще дичь. Я уже даже и не помню, наверное, и хорошо мне это не надо помнить. Зачем мне это запоминать, говно это? Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Надо думать, надо думать. Надо думать, 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 думай. Думай, думай. А не на паука эту хрень сделать? Может, из него там что-то вытечет? Интересно. А где этот паучара? Нет. Вышок. Фу, как он попкой трясет. Чё? Фу. Тверкает. Что делать? А, ты же арахнофоб. Точно. Я вспомнила. О, нет, зависло. Так.
Может, ты спустишься вниз? Я хочу на тебе это испытать. А чё он только там? Это потому что я тебя в прошлый раз подстрелила, да, твою жопу, и теперь ты там только сидишь. Титьки трясутся. Ну, вроде с акулами больше ничего не надо делать. Я не буду туда возвращаться. Зачем? Смысл? Даже? А, может, в эту дырку? Ну-ка. Дихлофосом этим. Реально! Ой, я гений, да? Как же вы жили без меня? Ой. Точно. Так, подожди, нет, нет, нет. Блин, я столько патронов на них потратила. Ну, ё-моё. Я бы не наперла. Так, сейчас скажу. Да, у меня уже 10 часов. Так, давайте-ка возьмем вот эту хрень. А вы откуда? Ключик. Так, а там, наверное, 003, да? Угу. Перевернем. Угу. Сейчас восстанет, смотрите. А нет. Не вставай, сволочь. Московское время, Курск, южнее Москвы. Понятно. Давайте-ка сюда посмотрим, что тут. Фу, это что такое? Ванна полна грязной воды. Вытащить заглушку? Я надеюсь, сейчас нас не убьют. А то я не сохранялась. В ванной что-то есть. О, найс. Спасибо. Корни какого-то гигантского растения торчат. Йогурт. На полках стоит различные мыло и косметика. Они все произведены Umbrellой. Компания Зонтик. Енот город. Корпорация, то есть компания. Да. Обязательно сохраняемся. То, что вот игра пройдена, это вы внимания не обращайте. Я игру не проходила. Это было уже. Я просто ее не трогаю, пусть будет. Кстати, вот этот костюм, мне кто-то сказал, что это с этого, с какой-то части Resident Evil. Котик. Да, скорее всего, он. Когда я на работе, он играет в игры. Старая, но отличная кровать. Ну так поспи. Ой, там что-то, смотрите. Полка с выставленными в ряд красными книгами. Между ними вставлена одна белая. Взять ее? Нет.
Сейчас я знаю, что это. Что это такое? Гигантское растение разбивает стену. Стая злой моли окружает его. Да блин, вот меня вот это бесит в такой камере. Что ты бежишь в одну сторону, поворачиваешь же джойстик, да? Потом она, когда камера поворачивается с другой стороны, ты же вот так нажимаешь на вот эту, а потом типа вот так вот, а потом хочешь повернуть, и там, короче, разворачивается она назад, блин. Самые душные части, по-моему, это Resident Evil Zero и Код Вероника. Там еще в 2 раза сложнее, чем здесь, что касается загадок, инвентаря и локаций. Кстати, вот эти части я не проходила, и я думаю, наверное, не буду проходить. Ну, посмотрим. Если бы там был Леон. Ладно, все, достал уже вас своим этим Леоном. Так, надо принести книгу. Сейчас. На любителя. Если бы я была прям жестким таким фанатом, то я бы, наверное, конечно бы прошла даже и оригиналы. Но я не жесткий фанат. Мне это нафиг не надо. Я люблю Resident Evil, но я люблю его не до такой степени, чтобы прям и делать все. Страдать до конца. Сказала Лена, которой футболка Resident Evil с Леоном. Так, вот это надо положить обязательно. Обязательно. Я помню, в детстве у подруги была как раз-таки 3-я часть Резидента. Я на тот момент не знала, какая это часть. И мы, короче, ее врубили, и я вот там за Джилл начала играть. Мы, короче, включили, вроде как все нормально. И как только началась вот эта вот вся хрень, мне надо было потом, короче, стрелять в этих зомби. Меня напугал вот этот самый звук вот этих зомбарей, короче, вот это вот такой, короче, вот эти звуки всякие страшные. И мне так стало страшно, что я просто выключилась. Я даже не знала, как стрелять, что делать. Я такая взяла джойстик и такая, что делать? И все, короче, вырубила потом. Это была не для меня игра в то время. Не доросла, короче, я еще до этого. Мне было очень страшно. А потом, помню, у другой уже подруги, уже спустя несколько лет, это нам, когда еще было по 15 лет, кажется, у нее была, короче, игра, тоже Resident Evil, что-то там Survival, какой-то Там, короче, типа как вот... Вы же знаете вот эти, наверное, автоматы тир, которые как как в компьютере. Ты там берешь и пистолетом вот так стреляешь в этих, короче, там на экране, типа показывается мишень, короче, и ты вот так, типа, стреляешь. И вот мы что-то типа такого играли, и там тоже мне было так страшно. Там сначала, короче, ты бегаешь за чувака, ты бегаешь вот как вот так вот, сейчас мы бегаем с такой верхней камерой, типа. А потом, когда ему надо стрелять, это, получается, от первого лица уже становится, и эти зомбаки, короче, на тебя идут. И мне от этого было стрёмно. Эти зомбаки, кстати, были вот с 1-й, 2-й, 3-й части, короче, вот этот дизайн зомбаков. И они были прям вот так вот близко к тебе, короче. И тебе надо было успевать стрелять. Но я не играла, мне потому что было капец как страшно. Играла моя подруга, я смотрела, как она играет. Рейл-шутер жанр называется, где сам ходить не можешь. Да, ты просто стоишь, короче, и вот так вот, типа, стреляешь. Но у нас был не пистолет такой, а просто джойстиком, короче, стреляли. Я недавно, кстати, ну как недавно, может быть, в 2020 году, наверное, решила вспомнить
что это типа за игра вообще. И нашла прохождение, и прям у меня такие эти вьетнамские флешбеки были. Но я, конечно, не досмотрела, потому что, ну, так, не очень интересная игра, кстати. Но я тогда знатно прям обосралась. Ну, я была маленькая, поэтому... А сейчас я уже более-менее как-то это... Я все равно, мне страшно, но уже я воспринимаю это уже как просто игра. А в то время мне было очень страшно. Не знаю, как-то... Я ни разу не играла в хоррор-игры вот до сегодняшних дней. Когда вот я начала играть. Я начала играть в хоррор-игры в 22-м году начала. Вот только. И то мне вот, когда я первую игру проходила, первое мое видео на Ютубе, я там так обосралась, вы просто не представляете. Но после того, как я прошла игру, у меня было такое облегчение. У меня было такое, этот, знаете, адреналин, конечно, повысился, вот это все, но меня потом так отпустило, мне так стало это спокойно. И мне вот это чувство понравилось. Понравилось, и с тех пор вот мне нравится вот проходить именно игры в жанре ужасы. Потому что когда ты эти игры потом проходишь, у тебя вот это вот чувство облегчения какого-то вот это чувство нравится, не знаю почему. Ну так у многих, конечно же. Поэтому, наверное, все и играют. Я раньше тоже боялся в хорроры играть, да и даже в другие игры, где есть просто немного чего-то страшного, а потом со временем все больше полюбил и фильмы, хорроры, и игры подобные. А вот, кстати, насчет фильмов, я с детства обожала фильмы ужасов. Я просто, не знаю, я не боялась их так сильно, вот как игры, вот прям. Фильмы как-то мне было нормально. Я, конечно, один раз обосралась в фильме «Ведьма из Блэр», но там я не самого фильма обосралась, а после вот этого фильма, когда типа документальный фильм, короче, шел про вот этот... После фильма документальный фильм, короче, был. Типа, что это было на реальных событиях, и там рассказывалась эта легенда о ведьме из Блэр, короче. И я вот эту историю очень сильно испугалась. А еще... У нас вот в Якутии, короче, есть всяких очень много легенд, мифов о всяких призраках, духах, короче. И вот в детстве тоже я такие увидела, помню, по телевизору, и тоже очень сильно обосралась тогда. Мне и до сих пор, кстати, иногда бывает жутко от этих историй. Вот у нас как в Японии, короче, вот эта вот вся тема насчет всяких призраков, это вообще это очень стрёмно. Может быть, там, если интересно, вы на Ютубе можете найти. Там даже есть люди, которые рассказывают всякие страшные истории. Они, конечно, на якутском рассказывают, но там есть субтитры в некоторых Ютуб видео. Вот. Фильм на реальных событиях. Вся рекламная кампания была, что они типа нашли камеру с реально такой записью. Мне еще очень нравилось паранормальные явления, вот это тоже типа якобы на реальных событиях. Потом уже, конечно, эта серия скатилась, ну ладно. Да, вот только что об этом сказала. Ага, вот. Мне нравится, да, вот первые части паранормальных явлений, это просто вообще класс. А дальше уже какое-то говно, особенно последние части, там вообще уже... До этого вроде призрака никогда не показывали, демона, то есть. А потом начали этого демона силуэт вот этот показывать черный. Ну зачем? Ну зачем вы это сделали? Там уже просто какая-то такая дебильная этот компьютерная графика, вот видно прям. Ну это уже не страшно, а смешно просто. Хоть я и не боялась, в принципе, этот. Надо сначала вытащить. Тогда давайте сначала вытащим. Эксперимент в лаборатории органической химии.
Сходство в клеточной характеристике быстро растущего растения, инфицированного вирусом тирана, было зарегистрировано в предыдущих работах. О боже мой, тиран! Тем не менее, во время повторения этих экспериментов открылись интересные факты. Мы узнали, что химическое вещество семейства УМБ-20 содержит соединения, которые являются токсичными для клеток растения. Мы дали УМБ-20 новое имя Ведолт. Если расчеты верны, то когда Ведолт наносится непосредственно на корень растения, оно должно погибнуть в течение 5 секунд. Ведолт можно сделать, просто смешав ВП и УМБ химикаты в конкретных пропорциях. Однако стоит соблюдать особую осторожность при работе с этими УМБ химикатами. Как известно, при неправильном смешении они образуют токсичный газ. Ага, характеристики каждого химического вещества УМБ следующие. Так, УМБ номер 3 красный, желтый 6 желтый, УМБ номер 7 зеленый, УМБ номер 10 оранжевый, ВП 017 синий, В-шок темно-коричневый. Да, последние фильмы там уже совсем другие люди снимали, просто деньги зарабатывают на имени. Но это уже как франшиза пошла, это то же самое, как вот «Пила». 9-я часть, блин. Просто уже какой-то этот. Вот эта часть последняя вот «Пилы», оно прям похоже очень на первую часть. Они просто взяли оттуда кусочки и впихали как в новый продукт. Ну, это бред просто какой-то. Расстраивает меня, конечно, это все, что это просто все превращается потом тупо в франшизу. Никакой души там нет, ничего нет. Так, это что значит? Нам надо будет сейчас сделать V-Dolt какой-то? То есть V-шок нам не надо? Ну да. Кстати, я еще очень сильно боялась Dead Space. Даже когда смотрела прохождение, мне было немножко жутковато. Я смотрела еще мультик, несколько частей мультиков. Я просто обожала вот эту тему мертвого космоса, но поиграть я никак не решалась. Мне было почему-то так страшно. Но я преодолела этот страх, и мы вот недавно прошли все 3 части. 3-ю часть прошла благополучно со своим другом. Вот. Я поначалу не смог в Dead Space играть больше пары часов, потом только через пару лет вернулся, и очень понравилось. Да, то же самое. То же самое. Мне тоже очень понравилось. Мы вот, когда первое время играли, я очень сильно орала от страха, потом как-то собралась более-менее, и было уже дальше смешно просто. Переплеты книг, кажется, формируют какое-то изображение. Переставить книг. Так, там, походу, голые женщины. Так. Чья титька? Погоди-ка. Нет, подожди. Ой. Мне больше всего нравятся японские хорроры, всякие начала нулевых, типа «Самый первый звонок» или «Темная вода», когда почти фильмы ничего на самом деле страшного не происходит, только атмосфера криповая и напряженная весь фильм. Кстати, заметили, да, то, что в основном в японских фильмах вот затрагивается тема призраков, духов, ну, в таких, короче, в азиатских, не обязательно в японских, типа в азиатских таких фильмах ужасов.
А в таких более зарубежных, типа американских, там в основном расчлененка, что-то такое связано ну, что-то с таким, с маньяками всякими, там что-то реальное, короче. И вот почему это все так отличается? Потому что, ну, американцы, да, грубо говоря, они боятся вот этого, когда какой-то, ну, в реале, когда что-то происходит, такой маньячело там, как вот из Крик, там, или Пятница 13 вот там придет и зарубит, короче, там, расчленит их, да. А у японцев, ну, у азиатов, короче, у них как бы такое более поверье, точнее не поверье, а боязнь того, что их душу украдут. У них больше боязнь, что украдут их душу, а не то, что их там убьют там и всякое такое. Им больше за душу, короче, страшно. А так, да, я тоже люблю вот что-то такое больше японское, типа вот, например, да, проклятие, там звонок, что-то такое. Кстати, еще пульс от японской версии, не американской, тоже очень стрёмный, даже больше страшнее, чем вот американская адаптация «Пульс» фильм. Новая страна относительно, там нет такой мифологии обширной и религия другая. Ну да, вот типа вот этого. Так, сейчас, подождите-ка. Значит, вот эта женщина должна быть... Вот эти вот ее ножки должны быть, наверное, вот здесь. Я, кстати, не досмотрела. Я остановилась на моменте, когда когда, короче, она пришла или он пришел, я не помню, там кто-то из друзей чела, короче, пришел к нему в дом или куда там, блин, и там, короче, какая-то странная тетка появилась, там, походила, попугала, там, под этим, за диваном там или зачем там напугала. А, это парень был, да, вроде парень. А вот до конца я что-то не досмотрела. Так, вот это вот... Ой, тихо-тихо. Вот сюда. Даже еще не середина. Блин. Что я... Так, что я делаю? А вот это что такое? А-а-а! Это же живот. Ну да, живот. А вот это вот ноги. А я думала, это титьки. Блин. Так, все, я поняла. Сейчас, короче. Делаем, короче, вот так. Потом вот эту... Ой. Вот эту с вот этим. Еп. Фу, блядь. Ой, бля. Ой, бля. Ты чё, бля? Ты кто, бля? У меня ничего нету нормального. В Silent Hill 3 нужно тоже книжки расставлять так, но там можно выбрать уровень сложности загадок, и если поставить высокий уровень сложности, то там, чтобы расставить правильно книги, вроде надо знать, какие произведения Шекспира в каком порядке вышли.
Для этого есть Google. Да, я представляю, как раньше люди насчет этой загадки мучились, потому что раньше же не было интернета, где можно было посмотреть быстро. Как они вообще, интересно, эту загадку разгадывали? Они, наверное, там... Тот, кто в этом во всем шарил, наверное, с ними насчет этого разговаривали или что, не знаю. Кстати, я вот вторую, третью, четвертую часть Silent Hill прошла. А ремейк, кстати, вышел, интересно, второй части. Я бы поиграла. Нужно было в библиотеку местную идти, чтобы дальше пройти. А, еще не вышел. Ладно. Я еще жду Dead Space ремейк на зеленом сайте, когда он выйдет. И что делать, блядь? Ай. Я же сейчас сдохну. Вот так. А, там рядом была дверь, оказывается. Ну ладно. Поиграл уже в ремейк. А там Game Pass. Чтобы пользоваться Game Pass'ом, там же надо подписку покупать. Разве нет? Я просто не шарю. Ну, ёкалы мене. Так. Пойдем-ка. Я вспоминаю, так, ну, вроде инвентарь только один был. Блин, вот это до инвентаря бегать постоянно. Так, что там было в этом? Эксперимент в лаборатории органической химии. Привет, привет. Ну да, покупаешь подписку, и там все игры доступны, что есть в подписке. Там много всяких, может быть выгодно в некоторых случаях. Ну ладно, я подумаю насчет этого. А там дорого эта подписка стоит? Почему у вас у всех ники зеленого цвета в этом, в чатике? Все одинаковые такие. Странно, странно. Я бы вам всем сделала розовые. Так, давайте еще раз почитаем. Сходство в клеточной характеристике быстрорастущего растения, инфицированного вирусом тирана, было зарегистрировано в предыдущих работах. Тем не менее, во время повторения этих экспериментов открылись неинтересные факты. Покупал сразу на 3 года. А сколько стоит? Мы узнали, что химическое вещество семейства УМП-20 содержит соединения, которые являются токсичными для клеток растений. УМП-20. Мы дали УМП-20 новое имя. ВДОЛТ. Если расчеты верны, то когда ВДОЛТ наносится непосредственно на корень растения, оно должно погибнуть в течение 5 секунд. ВДОЛТ можно сделать, просто смешав ВП и УМП-химикаты в конкретных пропорциях. Однако стоит соблюдать особую осторожность при работе с этими УМП-химикатами. Как известно, при неправильном смешении они образуют токсичный газ. Мы еще можем травануться. Нам надо сейчас, короче, этот сохраниться. Но там по-разному можно купить и дешевле, и дороже в разных ситуациях. Смотря если аккаунт новый совсем или уже старый. Продляешь, например. 8000! Жесть. У меня нет столько денег, чтобы оплачивать
такие подписки. Ладно, я подумаю насчет этого. Посмотрим, короче. Мне еще до этого Dead Space ремейка еще как, не знаю, как не пешком, а... Ну ладно. Как пешком до Китая. Потому что у нас еще очень много игр в плане. Поэтому до Dead Space еще вообще далеко. Когда было норм. Эх, я просто еще думала это купить короче, там есть короче, есть люди, ты которым деньги платишь, короче, и они потом эту игру тебе как бы дарят в Стиме. Вот. Там есть офлайн ключи, но офлайн это вообще, конечно, шняга. Она, конечно, очень дешевая, она там рублей 100 всего лишь стоит. Но это просто шняга полная, потому что вот этот офлайн, у тебя все эти сохранения могут просто потеряться. Я уже это знаю, потому что Resident Evil 4 я так и потеряла потом сохранение. Вот. И я хотела купить там Dead Space. Оно стоило там 5000 чем-то. Чтобы мне эту игру потом подарили, короче. Вот. Ну, хорошо, что я тогда не купила, потому что у меня нет денег. А так подожду, не знаю, этой таблетки, как вот, кстати, вот на Зоне я вот скачала Dead Space, там он есть. Но там очень так замудрено все, поэтому там написано, нужно ждать таблетку, типа. Но это надо все время не заходить в Steam, надо, чтобы всегда Steam был, короче, в офлайн режиме. Пока вот ты играешь, короче, вот так вот. Если там... Но просто в чем прикол? Игра просто может затупить, потому что с Resident Evil 4 у меня так и было. Оно постоянно ошибку выдавало, типа какие-то там обновления, еще что-то надо было. А эти обновления как сделать? Конечно же, нужно подключиться онлайн, типа. И вот из-за вот этой очередной ошибки у меня, короче, все слетело нафиг, и ничего не сохранилось. Все, короче, там перемешалось, потому что там же очень много людей в это играют. Я имею в виду Steam в офлайне. Не полностью интернет. Ты что думаешь, я глупая, что ли, какая-то? Так. Как легко. А ты почему не переедешь, а? Тот же самый вопрос на вопрос. Давай. Почему ты так рассуждаешь, как будто это так легко? Ты Ты думаешь, что это... Ты переехал? Ну, у тебя, значит, позволяют ситуация переехать. У меня пока что ситуация этого не позволяет сделать. Тем более у меня здесь мама. У меня есть кот, которому нужно документы сделать. На документы нужны деньги. Мне сейчас пока не до этого. Мне надо кое-что сделать, помочь там, маме надо.
Да, почему ты не переедешь? Вот. Ну, как-то странно. Как будто это так легко, просто взять и переехать куда-то. А куда я перееду? В другую страну? Это же не просто так, типа, как на курорт съездить. Там же надо работать, там надо найти какой-то жилье, там, не знаю. У меня нет такого, чтобы просто все взять здесь и бросить. Я не знаю, у меня такой, например, нет. Steam аккаунт Казахстан. А зачем это делать? Это же геморрой. За это могут, например, если сейчас нормально повезло, то потом может не повезти и просто забанят твою страницу и все навсегда. И что мне потом делать с этим? Сейчас этот водички принесу. Так, прими узбагаин. Сейчас ты будешь принимать узбагаин. Мне такое не надо писать. Вот это вот не надо, пожалуйста. Со мной так разговаривать не надо. Понятно? Он сейчас обидится, отпишется. Знаю я таких людей. Пишут сами какую-то фигню, а как им сделаешь какое-то замечание, то сразу обижается и отписывается. Я очень много таких людей повидала, сколько приходило ко мне на стрим таких, как его. Поэтому, если что-то не нравится, если я как-то не так отвечаю, как вы ожидаете, это ваши проблемы. Здесь мой канал, здесь мой стрим. И не надо мне, пожалуйста, писать такие слова, потому что я могу на них обидеться, я могу ответить резко. И если вам не нравится, что я так отвечаю, то уж извините. Мне тоже не нравится многое что. Не надо писать вот «прими узбагаин». К чему вот это вообще, я не понимаю. Часто фигню пишу. Кстати, в казахстанском стиме даже дороже, чем вот в российском стиме. Там, например, недавно подруга покупала, она сама в Казахстане живет, и она покупала игру, которая у нас стоит 300 рублей, а у них там 500. Разница. Все такие обидчивые стали, я просто в шоке. А как только мне всякую фигню писать, то это нормально, да? Мне нельзя обижаться, мне надо как-то все это проглатывать и сидеть, улыбаться дальше. Нет, я не буду такое терпеть. Если вам что-то не нравится во мне, пожалуйста, отписка, все.
Goodbye. Дальше там ищите других стримеров. Их очень полно сейчас. Я просто не буду ни под кого подстраиваться. Все. Я уже этого натерпелась. Сколько людей постоянно приходят, всякую хрень пишут. Я просто это проглатываю. И все. Потом, как я только начинаю высказываться, то все. Начинается вот это вот ясно, еще что-то. Мне тоже, знаете ли, обидно. Ну, а что я сделаю, блин? Я еще до запрета покупала игры в другом месте, потому что дешевле. Я прихожу сюда просто играть в игры. Пожалуйста. Не будьте добрее, люди. С пониманием относитесь. У меня и так стресса полно, блядь, на работе. Ну, пожалуйста. Ну, не надо писать такие вещи. Пожалуйста, я вас умоляю. Ну, я же тоже человек, ну, поймите, блин. Можно всякую хрень написать, конечно же. Я понимаю, что чат для того и создан, да, чтобы люди писали всякую хрень. Но я сюда прихожу расслабиться, поговорить. Все. Мне нравится стримить. Мне нравится делиться своими эмоциями с другими людьми. Мне нравится на то, как люди реагируют на мою реакцию, можно так сказать. Тавтология, конечно, масло масляное, ну ладно. Ну да, я поняла, просто видишь ли, когда ты читаешь текст, ты же не улавливаешь, что это там какая-то или шутка, или что-то это. Короче, ладно, забейте, все, это моя проблема, все, короче. Ай, все, опять вот это вот начинается, блин, всякая хрень. Я все время потом начинаю это говорить, все никак не замолкну, и потом все уже. Все потом начинают от меня отписываться. Все, я потом себя чувствую очень плохой, блин. Просто стресса на работе хватает, поэтому, может быть, как-то... Ладно, все, короче, ничего не буду говорить. ВП и УМБ. Красный и синий. Так, давайте попробуем, короче, я поняла. Сейчас. Короче, вот этот шок нам не нужен, оказывается. У меня такое бывает, я что-то пишу, шутку, люди воспринимают это серьезно. Мы же еще, кстати, все разные, поэтому, да, бывает такое, что некоторые даже шуток не понимают. Не, ну я люблю шутки. Я сама шучу. Я не прям такой человек, который, типа, вот, шутить нельзя, не шути. Это не смешно. Нет. Я ко всем, я уже сколько раз это повторяла, я ко всем всегда отношусь хорошо, по-доброму. Я никому никогда не желаю зла. И в ответ просто я прошу то же самое. И все. Просто все мы разные. Я вас не знаю так, чтобы прям... Блин, что я хотела сказать? Короче, мы же с вами чужие люди, мы друг другу, короче. Вот что я хочу сказать. Что мы же не это... А, я шла за банками, блядь. Я с этими, сука, разговорами вообще забыла, что я делала. Капу ставить.
Я же смайликом не пользуюсь, постоянно мне говорят об этом. Ну ладно, все, короче, забей, все. Это просто этот было небольшое недопонимание. Все, мы друг друга это не поняли. Или скобочку ставить. А, капу эту. Нужно будет купить банановые трубочки для молока. Прости. Прощение. Прощение принято. Спасибо большое. Спасибо за 1000. Передо мной бы кто-то так извинялся. Наша работа тебя отвлекать от игры, и она успешно выполнена. Смотрите, даже Джилл заскучала. Мы тут сидим, все болтаем. Я очень старый, я раньше не пользовалась смайликами. А я, знаете, какие смайликами пользовалась? ХД. Есть же вот ХД, ну не английское Д, а русское, короче, Д. ХД. Да. Маленькими буквами еще. Я еще жестко, когда переписывалась, точнее, переписываюсь, я прям быстро вот это ХД ставила. Сейчас я от этого отучилась, потому что ХД — это уже старомодная какая-то хрень, ее уже никто не понимает. Обычно все спрашивают, что такое ХД. Это еще когда мы так общались, наверное, в 15-м году, может, я уже не помню. Но это было самое милое «прости» из всего. Из всех извинений, которые я видел за свою жизнь. До сих пор так пишу. Ну, я пишу так, но русскими буквами ХД, не английскими. И сейчас, да, так практически никто не делает. Ладно, все, побежали. Джилл заскучала, тут бедная стоит. Так, все, не отвлекаем. Отвлекают они меня тут. Там, интересно, на Юбабе кто-нибудь есть? На Юбубе. Вообще, на Юбубе кто-нибудь смотрит стрим? Я вообще думаю сейчас от Ютуба полностью отказаться и перейти на Twitch. Или же просто, знаете, что я подумала? Может, просто снимать шорты со стримов. Ой, снимать шорты, господи. Вырезать, короче, видео со стримов и делать их в шорты. Выкладывать это все на YouTube. Не заниматься вот этими сериями, потому что эти серии, они очень устарели. Вот. Ладно, если бы это я снимала в 2015-2012 году. Я, кстати, это уже писала у себя в группе Телеграме, затрагивала эту тему. И, короче, я думаю, может быть, отказаться от этого, потому что оно никак не стреляет. Если бы, вот, да, я реально когда-то давно там в глубоком 2015 году начала бы это делать, тогда бы, может быть, я стрельнула как-то. Не знаю, конечно, это не факт, потому что не все выстреливали в то время. Ну, хотя таких летсплееров было поменьше, конечно же. Поэтому они очень быстро набирали популярность, просмотры. И вот, может быть, если бы я в то время этим занялась, может быть, сейчас, конечно же, бы все получилось. Потому что сейчас я все это делаю просто так в пустоту. Ничего от этого, никакого толку нет. Я просто больше загоняться начинаю насчет этого.
Ну да, 2015, да, тоже было уже поздно. Скорее всего, да, вот 2012, наверное, такой больше год вот этого прохождения игры, прохождения, потому что я помню на PewDiePie я подписалась в 2015 году, ой, 2012 году, вот как раз вот 2012 самый такой прям, самое время вот это было. Есть и смотрит, если в целом просто снимать шорты. Один зритель, наверное, это ты. Какая сложная схема. Так. Те, кто популярным стал просто так, потому что мало было... Да. Это, ага. Я люблю смотреть очень долгие видео по 2 часа, по 4 часа. Ну, видишь, таких людей, это, как ты, Шинмон, их очень мало, потому что никто сейчас не смотрит такое количество... Есть... Такие люди есть, да. Мне даже нравится такое, когда вот, например, видео длится час, там 2 часа, но не все сейчас. Все в основном любят вот этот, быстрое, короче, вот это, когда видео длится чуть ли там 3 секунды. Поэтому с этим, короче, очень сложно, не предугадаешь никак. Вот Куплинов, он просто как вот мем молодежи стал, и ему просто еще чем повезло, потому что он сам по себе такой смешной чел, и с ним постоянно очень много видео делают люди. Поэтому он еще за счет этого тоже очень популярный. Типа, даже если ты не знаешь Куплинова, ты все равно его узнаешь по-любому. Вот, например, Артур Блэк, он сейчас только на Твиче в основном. На YouTube он выкладывает записи со стримов. Вот. Но все равно его как-то смотрят, эти записи стримов. Он там, в принципе, нарезки такие ничего не делает. Что еще там? Олег Брейн, он, кстати, только на Ютубе. У него есть Twitch вроде, но я не подписана на Twitch. Но вот он, когда вот тогда начинал еще, он, да, стал популярным. Но потом у него почему-то популярность очень упала. Наверное, это из-за того, что он лицо показал или что, я не знаю, короче. И вот потом, короче, у него пошел спад по просмотрам. У него 8 миллионов подписчиков, но у него видео набирает всего лишь по 50, по 100 тысяч бывает. Но это очень мало, потому что вот смотря на Куплинова, у него 10 миллионов подписчиков. И у него каждое видео набирает по миллиону, по 2 миллиона просмотров. Это просто какая-то колоссальная разница. Я просто не понимаю. Хотя Куплинов делает все то же самое, что Олег Брейн. И делаю все то же самое, что, например, я, да. Но я, конечно, не хочу себя сравнивать с Куплиновым, потому что я не такая смешная, как он. Я не знаю, короче, с чем это связано, почему это так. Ну, как-то это вот так. А Артур, кстати, он почему перестал делать видео на YouTube? Потому что он очень разочаровался в YouTube, он разочаровался в этом алгоритме, ему постоянно, короче, прилетали какие-то там эти ошибки или что, короче, от Ютуба какая-то хрень постоянно прилетала, и он из-за этого заколебался, короче, и перешел потом полностью на Twitch. Вот. Сейчас уже очень много контента на Ютубе и Твича, очень много людей, просто так сложно, чтобы кто-то нашел тебя, нужна какая-то реклама. Я могу сказать, как нашел тебя. Ага. Я ВКонтакте случайно увидел твой комментарий в какой-то группе, перешел на профиль и увидел, что ты стримишь. Ничего себе, прикольно. Да ладно. Вот видите, я постоянно где-то комментарий оставляю свой. Интересно, в Resident Evil, да, наверное? Или где? Я последний раз оставляла в комментарии в одной группе про игры. Там про там были что-то там связано с Думом, короче. Не, слишком короткие видео, я тот же момент забуду. Короткие видео — это проблема современных детей. Ну да, ты прав. Ну, еще сейчас аудитория другого хочет, а в основном на современные игры обращают внимание.
в этот, что ли, блин, ФНАФ всякие, да? Зига, ой, блядь, Хаги-Ваги, блядь, сука. Чё, блядь, я сказала? Хаги-Ваги хотела сказать, сказала какую-то хрень, блядь, простите. Осуждаю, блядь. Клиповое мышление, почитайте про это или видос. Ну да, ты прав, с одной стороны, но это как бы может хотя бы хоть как-то привлечь аудиторию ко мне. Может быть, кто-то со мной останется. Поверь. Ну, так, сравниваться с людьми, которые начали делать ролики очень давно еще, когда не было конкуренции, нет смысла. Если бы они начали сейчас, может быть, их никто и не смотрел. Я без понятия, некоторые летсплейщики сидят с 500 подписчиками годами, а некоторые 1000 набирают меньше, чем за год. Ах, от меня уже там на ютубе отписываются медленно-медленно. На Твиче очень сложно сейчас тоже найти аудиторию. Раньше тоже было полегче, сейчас тоже уже тяжело. Юбуб. Да, юбаб. Короче, я не знаю. Вот Эллен, кстати, со мной уже почти год. Она меня вот нашла вот, когда я снимала видео. И вот с тех пор она со мной вот. Я нашел тебя, когда хотел открыть тайную комнату в Ризике. Хотел найти тайную комнату, а нашел это, да. Хотела пошутить, ладно. Не умею шутить. Главное, чтобы в России не заблокировали YouTube и Twitch. Тогда точно уже никак не найдешь аудиторию. Есть Трова. Туда можете подписываться на всякий случай. Будем там стримить. Уж ладно. Еще же есть, кстати, VSD. Тоже платформа стримерская. А давайте, короче... Ой, лента. Сейчас я, короче, сохранюсь, потому что тут мы можем сдохнуть. А я не хочу опять все это заново проходить. Потому что там что-то писали насчет токсичного газа. Токсичный газ... Что такое Трова? Это тоже самая стримерская платформа. Платформа для стримеров, короче, как, например, Twitch. Только Трова, она уже скатилась куда-то в ебеня. Извините за мат. Но так, просто так и есть. Я помню, когда только начинала стримить, я... Ну да, я начинала на Твиче. Но потом мне знакомый, он тоже был стримером, он сказал, типа, переходи на Трову, это, типа, новая площадка, давай, типа, go туда, пока пока все, короче, не доперли, не перелились туда, типа, все популярные стримеры, короче. Вот. Я решила такая, ну, окей, создала, короче, аккаунт на Трову, начала на Трову, короче, стримить. И как-то вроде первое время... получалось. Не скажу, что прям много было зрителей, но зрители были. И не было такого трэша, как, например, сейчас, потому что спустя вот некоторое время там, короче, начали появляться вот эти девки со своими, блин, сиськами, жопами. Начали появляться танкисты. Их сейчас там, наверное, я не знаю, там хоть жопой жуй. Их очень много стало. И, короче, Трова очень сильно скатилась. И, кстати, мои вот эти первые стримерские игры, это были эти... Лига Легенд, короче, как Дота, вот. Трова никогда не поднималась, чтобы скатиться. Ну, хотя да. Я не скажу, что это прям супер-пупер-мега такая прям была площадка. Но... что-то там можно было хотя бы заработать, потому что там были такие надежды на эту платформу, потому что там, знаете, как можно было зарабатывать? Там
когда вот ты стримишь какое-то определенное, короче, время, чем больше часов ты стримишь, тем, короче, больше у тебя будет подниматься, короче, твой уровень, и тебе, короче, за эти просмотры площадка будет платить деньги. Короче, как-то так было. Я могу из личного опыта сказать, что раньше, чтобы людей найти, ничего не нужно было делать. Ни харизматичным, ни смешным не нужно было быть. Я стримил одно время на другом Аке году в 2012 и просто так заходило до 300 человек, но, к сожалению, я забросил надолго по личным причинам. Ну вот, да, я тоже вот про это говорю, то, что раньше было, конечно, проще все это сделать. Почему сейчас сложно? Потому что очень много конкуренции стало. Потому что все сейчас хотят стать стримерами популярными, с популярными YouTube летсплеерами, блин. Потому что что? Потому что это деньги, во-первых. Во-вторых, это популярность. Но в то время почему это не ценили? Потому что, типа, это не монетизировалось. Ну, как только это начало монетизироваться, то пошло-поехало, вот. Я это делаю лишь просто для того, чтобы совместить приятное с полезным, потому что я люблю игры, я люблю играть в игры, и мне нравится то, как... Короче, когда ко мне люди приходят, мне это очень нравится, когда со мной общаются. Вот. Мне нравится общение с людьми. Мне нравится то, как они реагируют на мои реакции, как я еще раз повторюсь, говорила. Вот. Мне нравятся вот сами вот эти эмоции, когда мы вместе вот это все проходим с вами, вы мне помогаете в этом, поэтому я люблю стримить. Поэтому я начинала только с этого сначала. Но у меня не шла аудитория, потому что у меня не было этой аудитории, поэтому я решила сначала выкладывать, снимать, короче, видео на YouTube, выкладывать эти видео, чтобы потом набрать чуть-чуть, помаленечку себе аудиторию, вот. Но мне это дается очень тяжело, вот это записывать, потом сидеть монтировать. Монтировать это очень тяжело. Потом это все, короче, выкладывать, делать превьюшки. Я же это все одна делаю, поэтому мне это очень тяжело дается. И я это делаю просто за спасибо. Я это не делаю там за какие-то бешеные деньги. Как я помню, мне один чел писал в комментариях, типа, а почему ты не косплеишь, как Алина Рин? Типа, каждый раз, типа, надо сидеть в косплее, в каждом, короче, видео. Чтобы делать эти косплеи, нужны деньги. А где мне эти деньги получить, я не знаю. Вот. Но чтобы мне окончательно не загнуться, мне хотя бы вот нужна ваша малейшая поддержка вот в донатах, например, для мотивации, чтобы полностью как-то это просто так как его, ну, чтобы не падал мой дух, как бы. Я могу, конечно, это все продолжать делать, но просто мне уже будет, не знаю. Я теряю мысли, я не знаю. Короче, вот. Я могу из личного опыта... это я уже читала, так. Теперь понятно, где я слышала. Я выпил слишком много бырбах. Не знаю, я бы делал трэш-обзоры со своими тупыми мемами. Трэш-обзоры. Я не хочу вот это вот, которые сейчас делают трэш, там еще что-то. Мне такое на самом деле не нравится. Мне не нравится вот это вот хайпажорство. Я хочу, чтобы было все как-то расслаблено, спокойно, чтобы люди заходили ко мне и просто смотрели, как я играю, и вместе, чтобы мы с вами получали какое-то удовольствие, можно так сказать. Вот. Чтобы это было как вот раньше, когда вот ты кому-то зашел на YouTube-канал, ты смотришь видео прохождения, и это еще, знаете, вот это чувство, когда ты как будто пришел к другу в гости, вы играете вместе в компьютер, и вот он сидит, играет, а ты смотришь, как он играет. Вот это вот чувство мне очень нравится, поэтому я хочу вот этим чувством тоже с вами поделиться. Ну, вы и сами понимаете это чувство.
вы тоже, как бы, у всех все одинаково было в детстве. Я, кстати, косплей не очень люблю. Это прям не обязательно делать, только если самому нравится. Да, если вот, да, вот, во-первых, если самому нравится, если на это есть деньги, если на это есть силы, если ты не работаешь где-то, если у тебя это основная какая-то деятельность, вот это косплей, эти сидеть, как вот Алина Рин, у нее это основная деятельность, ей на это дают люди деньги, чтобы она покупала себе косплей-костюмы и потом стримила, короче, в этих костюмах. И ей это все оплачивают. А просто так, если я буду покупать эти костюмы, постоянно стримить, ну, может быть, что-то, правда, и может быть и стрельнет, да, но это тяжело, потому что это все будет уходить в минус сначала, конечно же. И то не факт, уйдет ли это в плюс, не факт. И потом ты просто выгоришь, и все. И просто, не знаю. Поэтому я очень редко сижу какой-то такой нарядный, потому что в основном все стримерши, они же там красятся там для этого, готовятся к этому, сидят там, это вот все такие красивые там на стримах. А я просто вот, как вот мы тогда с Эллен насчет этого разговаривали, типа, а я просто картошка, вот. Я просто картошка, вот такой вот я стример, типа. Поэтому, может быть, я и не могу быстро зацепить аудиторию, потому что я в какой-то степени немного скучная. Вот. На моих стримах, наверное, только можно спать. Ну, это, наверное, хорошо. Наверное, как этот, типа, как АСМР, да, стрим, что-то такое. Не-не, я делала бы на старые фильмы. А, ты это, типа, имеешь в виду? А, все, поняла. Ага. Как это... как его... Дайте-ка мне вспомнить. Better Voice, кстати, вот он классный делает трэш-обзоры. Знаешь, ностальгирующий критик, типа как... А, да-да-да, еще ностальгирующий критик. Ага. Хочу тебя видеть. Просто стример-картошка. Они не одеваются, скорее наоборот. Ну да, это точно. Потому что у них есть что показать. Вот. Поэтому они не одеваются практически. Даже не думал об этом. Кто как аудиторию завлекает, кто просто молодой, кто неформал, кто шутит тупые шутки, а кто просто картошка. И все. Ничего для счастья не нужно. Кто просто старый, да. Ай, на самом деле мне вот такие разговорные стримы очень нравятся. И, например, когда кто-то не заходит, когда никого нету, мне очень грустно становится. Потому что ну, это как-то, не знаю, никого нету, как-то печально. Я хочу... У меня почему-то внимание там. Может быть, что-нибудь возьмем? Хотя у меня вон есть уже. Ну ладно, не буду ничего пока брать. Сдохну так сдохну, мы же сохранились. Родная картошка. Фетиш на чулки, но это отдельное искусство. Мне кажется, это распространенный фетиш. Чулки. Ну, хотя, с одной стороны, это хорошо, что у тебя такой этот распространенный фетиш, потому что фетишей очень много существует, и я наслышана всяких разных, поэтому там в основном вообще трэш какой-то. Не буду говорить, конечно, это просто пиздец. А вот чулки это еще ладно, нормально. Я смотрел тут одного стримера недавно, он в 66 лет начал стримить и собрал быстро прям несколько тысяч онлайн, видимо, потому что людям интересно посмотреть, как кто-то из старшего поколения играет. Кстати, да, вот есть, короче, бабушка на ютубе, но она это... Я не видела видео, и она, короче, вот стримила этот «Атомное сердце». И вот, да, это видео у нее очень стрельнуло, потому что оно у меня в рекомендациях вышло, и там было просмотров
под 100 тысяч чем-то, короче. И на красивые плечи. Чё себе. Только у одной девушки были красивые плечи. А как это, интересно, понять красивые плечи? А уродские плечи, они как, интересно, выглядят в твоем понимании? Ну, короче, вот этот стример, который в 66 лет, это я, чекайте. Вот я потом стрельну, вот увидите. Это сейчас у меня там 300 подписчиков на Ютубе, 90 там сколько, 6 на Твиче. Ну вот увидите потом, через несколько лет я буду очень популярной бабушкой. Через 40 лет весь YouTube будет в бабушках и дедушках, только и роботах. Красивый плечи есть только у Тома из Тома и Джерри, в той серии, где он надел костюм. А, да. Этот, где он как его? Он там с этими, что ли, с плечиком надел, да, этот пиджак, и у него такие плечи смешные были. Окей, увидимся в 2064 году. Мне еще, кстати, нравится, когда люди в чате между собой переписываются, когда они молчат. Мне вот это тоже нравится. Ну, молчать еще ладно, я никого не заставляю, конечно, общаться, потому что все люди разные, кто-то стесняется. Но мне нравится, когда вот такая небольшая активность между участниками. Главное, только без всяких там, спор и так далее. Блин, я не могу посмотреть, ладно. Или могу, сейчас посмотрим. Ща. Так, чуть-чуть. Так вот сделаю. Кстати, заметили, да, что я камеру чуть-чуть... Ну как чуть-чуть? Я вернула ее на прежнее место. Потому что что-то поднадоело уже, чтобы оно Музыка такая еще страшная на фоне играет. И Том. Типа красивый переход между шеей и плечами. Мне, кстати, нравится у парней вот здесь вот сзади. Шея, короче, вот здесь. Особенно, когда, короткая стрижка, там все дела, да. И когда вот у парня тут шея, длинная такая вот тут вот. И мне почему-то вот очень нравится вот здесь вот именно. Я прям просто такая... У меня, наверное, вот это фетиш, скорее всего. Кантик? Что это такое? Ну, у меня, походу, фетиш на шее мужские. А в девушках мне нравится фигура такая, короче, как песочные часы. Вот, например, Кайли Дженнер же есть, вот мне очень нравится ее фигура, она прям идеальная, можно сказать. Я не стремлюсь к такой фигуре, мне просто нравится такая фигура.
Армейский сленг. Не видел красивую шею парней. Ну, конечно. Ты-то не это. Тебе зачем это? Так, банки я взяла. Я стараюсь не потерять мысль. Что делать? Вот, например, фигура Джилл вот здесь, в этой игре, она мне нравится. Ну, такая стандартная, конечно, фигура, но нормальная. Ну, и, например, Леон, я думаю, он симпатичный парень. Да, он симпатичный, но он вымышленный, к сожалению. Это очень печалит. Я могу определить, кто красивый, но шея. Почему? Ну, вот не знаю. Тебе же нравятся чулки, тебе нравятся плечи, переход типа от шеи к плечам. А мне вот нравится шея. Особенно вот здесь, как я говорила, вот здесь почему-то вот этот промежуток. Я не могу ответить на этот вопрос, мне просто это нравится. А куда это деть? Может, это вылить или что? Давайте выльем. Блин. Вода это что было? А, это было 1, кажется. Так, смотрите, короче, нам надо... Хотя, может быть, вот это надо... Это же какое число? В шок это у нас было 20. Да, это было 20. Так, вот, короче, смотрите. Сейчас будут умные мысли. Вот, V-Dolt называется. Чтобы это сделать, надо смешать ВП и умб. ВП 0.17... все понятно. ВП 0.17 это синий. Нам надо 17 получить. Умб это красный. Так, чтобы получить 17, нам надо 10 плюс 7. Так, 1 плюс 6. Получается... Нет, не это. 1 плюс 6. Вот эту надо смешать с водой. Мы получаем 7. А Леон же не вымышленный? В смысле, вымышленный персонаж? Это же компьютерный человек. Его не существует. Жалко. Так, 4 плюс 6, 10. Чтобы получить 4, надо 1 плюс 3 смешать. 1 плюс 3. Вода плюс вот эта хрень, короче. Четыре плюс 6, 10. Так, теперь вот эту.
Не, мне он не нравится. Модель мне не нравится вообще. Мне нравится его вот персонаж, вот этот Леон, мне нравится. Мне нравится характер Леона, мне нравится вот это вот все в нем, короче. Да, я же говорю, как персонаж он мне нравится, поэтому мне этот, как его, плохо от того, что он вымышленный. А эта модель, не, мне он не нравится, это же просто модель, не. 4 плюс 6, 10. Сейчас, погодите. 4 плюс 6. Так, 10 плюс ВП 0,17. Теперь мы получили... Да, блядь. Мы получили ВП 0,17. Ну, кстати, в Resident Evil 4 оригинале и ремейке у него немного разные характеры и диалоги. Ну да. Но он мне нравится и в четвертом... Он мне нравится больше в четвертом ремейке. Во второй части он мне нравится. В четвертом оригинале он мне нравится. И вот в ремейке он мне прям вообще жестко понравился. Четвертой части. Конечно, да, там немножко его переделали, но, в принципе, это его не испортило. В шестой части он мне вообще не нравится, хотя он там тоже такой уже повзрослевший, такой классный, но в фильмах он вообще мне не нравится. Он там какой-то вообще другой совсем. В какой-то части его вообще каким-то алкашом показали, что он ему там на все плевать, и он просто сидит, пьет, отстаньте от него. Леон любит кидать яйца в торговцев. Факт. Да, жаль, что он ломает на все техники, которые он ездит. Короче, семейный статус Лены на ближайшую жизнь. Если ты не Леон, не пиши мне. В фильме... Я, кстати, этот фильм не хочу смотреть. Вообще просто... Это просто какой-то кошмар. Он там, походу, араб, скорее всего, не индус. Но это дело не меняет, это все равно, хоть он там, не знаю, не буду говорить. Что там надо было? 17 плюс ВП умп. А, красный. Так, теперь 17 смешиваем с умбом. Да, блядь, я же то же самое получила. Ой, блин. Что? Так это V-шок? Я что, все это время делала V-шок, блядь? А почему он тут V-долт какой-то? Я же все правильно сделала. Блядь. Я надеюсь, все правильно сделала. V-долт. V-долт можно сделать, просто смешав ВП и умп. Химикаты в них... А-а-а! А-а-а! Тут же умп, их несколько, их же 3 штуки, блядь. Чего, блядь? Его отправили в Ракун-Сити, потому что в училище он подстрелил жопу кому-то.
И я продержался только 1 час, и все, я ругался всеми существующими матами. Чё, блядь, это в фильме такое было? Что? Что за хрень? Почему? Причем здесь жопа чья-то? Этого же не было в оригинале, блядь. Он же это... Пиздец какой-то. Я знаю его биографию. У него, короче, умерли родители, только не знаю из-за чего, и он поклялся, что станет полицейским, чтобы защищать невинных, короче. Поступил, типа, в полицейскую академию, отучился, вот ему, типа, 21 год, все, он выучился, его отправили на стажировку в Ракун-Сити, он поехал туда, в Ракун-Сити, и там, короче, ну вот начался вот этот пиздец. Зомбари, вот это все, короче, вся хуйня. А его там ждали, и все умерли. Вот это был его первый стажерский день. Блин, какая хрень. Жопу подстрелил. Что за хрень? Отучился. Да, он был этот... Это же была его мечта стать полицейским, поэтому он это... был хорошим курсантом. Я не понимаю, блядь. Чё вот это я сделала, блин? Почему 2 вышока? Так, ну и... Давайте, короче, сейчас пойдем к этой хрени и используем вот этот вышок. Я просто не знаю. И он сам пошел в Ракун-Сити, чтобы расследовать странные происшествия. Там еще есть тупые отсылки. О, господи. Что-то они все переворошили прям с ног на голову. Типа Джилл отобрал у Альберта Вескера сэндвич и сказала, теперь это Джилл сэндвич. А тот момент хочу забыть навсегда. Чё, блядь? What? Чё за хрень? Ладно, давайте сделаем перекличку, кому сколько лет. Раз уж мы тут все старые собрались с вами. Может, это комбинировать? Нет. Я не понимаю. Давайте, пишите свой возраст. Я просто хочу знать, насколько старые люди меня смотрят. И потом, когда мы напишем, вы напишете, на меня уже влияет погода. И когда вы напишете возраст, я спрошу у вас еще кое-что. Если не забуду, а то, блин, деменция.
Через 2 недели 31. Ничего себе. Ты меня, получается, на год старше. Короче, в этой части, которую ты сейчас играешь, ее же чуть не раздавило, когда ты забрала дробаш. Ну-ну-ну. Помню, ага. Да, блядь. У меня от старости болит рука, которую сломал еще в детстве каждый раз перед непогодой. И Джилл сказала Барри то, что я чуть не превратилась в Джилл Сэндвич. Я поняла. Джилл Сэндвич, блядь. Смешно. Вот к этому была отсылка. Понятно. Мне 9 будет 29. 9 марта? О, ничего себе. Чего у вас так? У кого-то через 2 недели будет, у тебя 9 марта. Так, остальные что? Где? Все, пропали? Ну, это хорошо, что мы тут практически ровесники. Я вот в Outlast, когда играла вчера, там, короче, этот... ко мне присоединились игроки, и вот одному, короче, 17 лет, другому 18. Я пиздючка. Ну, тебе хотя бы, блин, не 18, как вчерашним пацанам. Одному, блин, 17, другому 18. Я вообще в шоке. 2000 какого там 6-го рождения. Просто капец, в голове не укладывается. Эти дети могут меня тетей называть. Пионеры. Пионеры, кстати, успели побыть 40-летние. Ну да, у него голос такой был глубокий, что этот слишком такой басовый, что не скажешь, что ему 18. Я думала, может, ему 25, наверное. А вот по второму там понятно, что он вроде как будто мелкий. Флимбли куда-то пропал. Не хочет говорить свой возраст. Так, сейчас минутку. Не вспоминай, все, забудь. Давай думать, что делать с этим. Короче, там огромное растение. С этим растением нам надо что-то сделать. Ум-20. Хотя мы правильно все сделали. Ум-20, ну да. Мы правильно все сделали. Это В-шок. Ну,
выпивать, я думаю, навряд ли. Она, видишь, нет необходимости. Хватит. А как его ослабить? Да, котик опять хулиганит. Хулиган. Думайте. Я ж 2 сделала штука. Два штука. Ой, туда-сюда, туда-сюда. Бесконечно будем это проходить. Еще дверь толкает, как человек прям. С ноги прям открывает дверь. С лапки. Может, сверху как-то подойти? Ща. Тварь. А какая самая последняя стадия? Ой, ни хера. Нужно выпить. Помнишь место с акулами? Туда нужно. Сейчас тогда пойду туда. Так, тогда сейчас сделаем эти, знаете как? Так, сейчас перезагрузимся, потому что я использовала этот хилку. Господи, блин. Да, я уже все сделала там. Я и акулу в начале видео, в начале стрима я же вроде там нужно было. Точно? А зачем там? Там разве растения, что ли? Ну, я могу туда пойти, но просто я не знаю, там, наверное, уже бессмысленно что-либо делать. Я же уже там все сделала, я воду опустила, акулу, главную эту страшную, которую я ее убила. Ну ладно, сейчас посмотрим. Опять там хулиганит. Малыш!
Что делает? Блять. Я тебя сейчас убью. Посмотри по карте. Кольцевая такая штука была же, там посередине была комната. А, все, сейчас. Окей. Попка. Так. Идем. Тарарирарирарам. Ой. Тарарирарирарам. Пам-пам-пам-пам-пам. Хватит, малыш! Все же понимает, но ведет себя все равно плохо. А, точно. Здесь же какое-то растение. Похоже, бутылка вам больше не нужна. Похоже на механизм управления системой резервуара, но он сломан, не работает. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, ну ладно. Тот, кто писал, чел, Флимбли, да, кажется, ник, он куда-то пропал. Ладно. В общем, спрошу такой вопрос. Чем вам вообще нравятся мои стримы? Почему вы смотрите меня? Потому что очень много сейчас есть всяких стримеров. Ну вы, наверное, их тоже смотрите, просто этот... Чем вас как бы это привлекает то, что вы всегда заходите ко мне и смотрите мой стрим? Вот, можно так сказать. Что на карте сейчас? Угу. А, значит, тут больше ничего нету, да? Почему я этот вопрос спросила? Потому что вас, в принципе, это достаточно сейчас побольше людей. Не будете молчать в чате. Все пусто, класс. Так, а в чем прикол? Я вот это почистила, и что дальше? Что-то я пока догнать не могу. Но тут что-то не работает. Немного тупишь. Так, ладно. Ну тут вроде да, все сделали. Перспектива. Я тоже на это очень надеюсь, что у меня есть какой-то этот все-таки огонек в глазах, надежда на лучшее. Я как-то более стараюсь оптимистично всегда думать. Мне нравится большая часть твоих взглядов
схожие вкусы в играх, и просто с тобой как-то комфортно, ведешь себя как обычный человек, без масок. Типа не это, да? Не в образе, а просто как друг. Это бывает жестко тупит. Ну да, есть такие некоторые люди. Я иногда сама тоже меня подбешивает, когда... Ну, это, в принципе, нормально. Мне бы хотелось еще узнать мнение Брейн Фокса. Надеюсь, напишет. Жалко, пропал тот чел. Куда-то делся резко так. Ну ладно. Шо ж поделаешь. Ой, тут мы уже были. Сейчас карту посмотрю. Все время забываю карту смотреть. А надо реально. А, нет, все сделала. Хорошо, молодец. И назад пошла. Надеюсь, будет когда-нибудь этот прогресс. Поэтому я стараюсь сильно не отчаиваться. Ну да, просто есть такие маски самых добрых божьих одуванчиков, а узнаешь поближе, там такой ад. Почти так же, только я меньше всего фокусируюсь на игре, больше на общении. А в чем нравится общение со мной? У меня еще бывают такие иногда токсичные эти всякие высказывания, мне так кажется. Поэтому я и спросила, чем. Мы просто недавно поссорились с одной знакомой моей, с которой мы очень долго общались, и вот мне она сказала, что с моими вот такими высказываниями там, или не высказываниями, с моими такими вот, с моим таким каким-то общением, короче, от меня скоро все отвернутся. Типа это... Не знаю, короче, как-то она некрасиво это сказала, конечно, неприятно было. Это был просто какой-то удар для меня, что ли. Я не ожидала, конечно. Я и то, и можно без хлеба. Симпотично. Спасибо. Я что, выбросила все банки? Ничего не нужны? Все? Так, и что дальше? Всем не угодишь, кто-то будет недоволен. Да, это точно. Просто иногда вот это мнение иногда подавляет, потому что она все-таки была не посторонним каким-то человеком, который просто так написал какой-то комментарий или там куда-то просто пришел ко мне и сказал, так, чужой человек. А она, как бы, мы с ней уже давно общались, чуть ли не там с 2010 года. И вот буквально недавно мы порвали всяческие отношения. Вот в прошлом году буквально. Хотя мы очень долго общались. Но это было, конечно... Я просто еще, если у меня повторяются какие-то моменты, когда мы как-то не подходим друг к другу, с друзьями имею в виду, не там в отношениях, а вот с друзьями, то у меня сейчас как-то быстрая вот эта потеря связи происходит. Я просто начинаю уже сразу этого человека вычеркивать из своей жизни и уже просто не зацикливаюсь на этих проблемах, как раньше. Раньше я просто могла, не знаю, долго бегать за этим человеком, постоянно извиняться, еще что-нибудь, короче. Сейчас, если
эти недопонимания, какие-то там что-то ссоры постоянные, вот эти какие-то высказывания друг на другу, если это постоянно все время происходит, то я уже я уже не могу просто с этим человеком дальше общаться. Это уже как, знаете, это как токсическая дружба, вот как есть же токсические отношения, а есть еще и токсическая дружба. Вот это вот, наверное, что-то из этого. Ну, типа, люди же не одинаковые на 100%. Тут главное быть вместе по тем позициям, которые одинаковые, а можно и не быть, просто как дерьмо друг к другу не относиться без причин. Иди к растению. Так, да, у меня у самого жесткий характер. Вот почему у меня нету все еще жены. Я не сказала бы, что у меня жесткий характер, но мне палец в рот не клади, я и по локоть откусить могу, поэтому... А, там дверь закрылась, что ли? А-а-а. Пиздец непостоянный. О, no. Оу! Черт, что это за... Берри! Джилл! Геймпад вибрирует. Так, блин. Я думала, мне конец. Да. Чуть не погибла. Спасибо. Не стоит благодарности. Ну что это было? Что за чертовщина здесь происходит? О, ты будешь со мной ходить? Берри, что-то в этом особняке не дает мне покоя. Но я думаю, что я останусь здесь немного. Нам снова нужно разделиться и продолжить. Хорошо. Берри наблюдает за территорией. Вау. У вас нет такого чувства, как будто вы аниме смотрите? О! О! Здравствуйте. Ключ особняка. Кайф. Ничего, он просто стоит. Я также и бывшей женой расстался. Она постоянно ебала мне мозги и делала вид, что они пупок земли. Пупок земли. Пупок земли, блядь. Смешно. Да, действительно, может, ему не дает покоя 10-метровый кактус-мутант. Кактус. А, ни хрена тут заросло все. Понятно. Ясно. Понятно. Или мы не сверху пришли. А, не, мы снизу пришли, оказывается. Все. Так, ну вроде мы тут все взяли. Ну все, пойдем. У нас внимание. Так, он что там до сих пор стоит? Берри. Я думаю, что здесь задержусь. Берри осматривает пол. Берри осматривает территорию.
Берри осматривает пол. Берри осматривает потолок. Берри осматривает стены. Ладно, понятно. Очень весело, Берри. А теперь что он рассматривает? Пол. Ладно. О, шлем! О, все. Сюда. Так. Мне надо этот подхилиться немножко, что ли. О! Что такое, что такое, что такое? О! Вескер! Прям одновременно сказать. Джилл, Джилл, 無事だった так ты か。 цела. Я それは хотела こっちの сказать セリ то フ же よ。 самое. すまなかった。 Я извиняюсь. あの奇妙な Это 化 все, け что я 物 могу たちから сделать для 身を защиты 守 от る этих のに странных 忙し существ. くてな。そうなの。 Понятно. とにかく Все 無事 же で я ないの рада, に что ты цел. ところで、 Ты заметил? バリーの様子 Берри, が он お как かし будто く не な в かっ своей た。 тарелке. そう言われ Ты てみ тоже ると заметил, да? 確かに気をつける Я わ。 присмотрю за ним. この状況では無理 Возможно, も это ない。 вполне こんな естественная 不可解な реакция. 任 Здесь у 務は нас 初 явно めて。 нестандартная と операция. にかくここを Джилл, 出ることを наша 考える。 первоочередная. Соня. Согласна. Не успевай あの館 В には этом 鍵の особняке か еще かってる остались 場所が закрытые まだい комнаты, く в つか。 которые мы не можем 手がかり зайти. を探 Я し как てい раз るんだ。 искал что-нибудь. 分かった。 Хорошо, Нани в таком катара случае я яката вернусь не в で особняк. は頼んだぞ。 Я рассчитываю на тебя. Вэ. Может, он себе жилище осматривает, потом проводку и сантехнику будет осматривать. Ну, наверное. Умаевому Шиндейру. А мне нравится японская озвучка, потому что эта игра японская. Так, куда сейчас пойдем? А, надо сохраниться, наверное, на всякий случай. А то вдруг нас сейчас прибьют. А, я ленты не убрала, оказывается. Окей, хорошо. Нани? Ну, они не азиаты, да, но... А игра-то японская все равно. Мы когда в этот играли, в Resident 2 ремейк, там тоже я ставила японскую озвучку. Хотя они тоже не азиаты все там. Ладно, я промолчу насчет этого. А, я же хотела подхилиться. Сейчас. Ну или пока так побегу. Просто вот эту возьму с собой. Нет, не вот эту. Вот эту. Вот эту, наверное, я тогда уберу пока что. Потому что, в принципе, змея тут не было. Ну, надеюсь, не будет. Так, и пойдем назад, да? Значит, в особняк побежали. Мы же все тут сделали. Так, ну-ка, погоди-ка. А тут? Да, все. Все, побежали тогда. Что здесь? А, выходи же. Это Брэд. Прием, команда Старс. Альфа, прием. Это Джилл. Меня кто-нибудь слышит? Я слышу тебя, Брэд. Прием. Команда Альфа. Команда Браво. Неважно. Ответьте. Повторяю, это Брэд. Брэд? Брэд. Это Брэд. Если вы не можете ответить, подайте мне знак как-нибудь. Джилл, Брэду, ты меня слышишь? Брэд. Брэд. Брэду. Дерьмо сломано. Нанде коре. Ямете кудасай. О, любовная линия, господи. Ой, собака живая.
Извини, я потревожил твой покой. Ау! Fuck my ass. Тут опять будут собаки, да? No. Нормально. О! Так, это... Так, использую это, чтобы защититься от этого пуленепробиваемого монстра в цепях. Я отправился дальше и починил эту дряхлую дверь. Берри. Какой еще монстр? Какие еще цепи? Да. Чё? Вот. У меня нету никакого оружия. Пистолета! Так, вот здесь вроде карта. Ящик с припасами. Так, он недалеко. Так, ладно. Угу. А что тут? Что-то это красное как будто. Я что-то тут пропустила? А, да? Его можно обратно взять? Окей, alright. Да, интересно, что за дверь. Блядь, что за хуйня? Ой, блядь! Блядь! Пошел нахуй! А, Жаба-жук, точно, блядь. В третьей части же эта хуйня была, блядь. В ремейке, я помню, блин. Ой, блин. Фу, блин, меня передернуло аж. Так, ладно, понятно. Ясно все с вами. А, гранатомет, да? Ой. А это что? Это кислотные заряды. Против них кислотные заряды. Зажигательные есть. Разрывные. Ладно, не буду все подряд брать. Это пригодится еще так. Это же вот к этому, да, оружию? С гранатомету же это все. Да, мне тоже завтра на работу. Ну, сейчас этот... Доиграем немножко, и я тоже пойду скоро спать. Мне завтра с утра... Во сколько я завтра? В 9 встану.
Так, ага, вот эти патроны добавились. Тогда вот эти добавим. Ой. Вот сюда. Пожалуй, использую. Да уж, я завтра буду весь день одна тоже. Три дня буду, короче, одна тусить. Коллега приболела, блядь, немножко. Ну, сегодня хоть пораньше я ушла. Так, все, давайте. Приготовились. Кайф. А, я туда не могу попасть. Да. Чего? Угу. Помнишь, да, я же рассказывала ту историю с тем мужиком. Вот такие бывают иногда люди. Так, там на первом этаже нужен был ключ, я помню. Ну, в принципе, мы смогли оторваться. Так что нормально. Тут что-то написано от руки, не датировано. Ничего не изменилось. Я никогда не думал, что комната, которую я придумал в качестве эксперимента, оплатит мне таким образом. Отплатит. Я могу спрятаться здесь на некоторое время, потому что никто не знает о секрете за картиной. Даже сэр Спенсер. Картина в особняке в конце галереи. Искусно выполненный глобус. Может, это быть телескопом выглядит довольно старым. Тут внутри чей-то внутренний орган. Трудно сказать, от человека он или от животного. Бля. Ну, не все молодые девушки так делают. Всех под одну гребенку тоже не надо ставить. Так, там зомбарь сейчас. Надо было этот взять. Блядь. Ладно, давайте отстреливаться. Нужно брать от 40 до 50. Ну, мне, например, вот 30 скоро. Я не скажу, что я прям такая старая. Я, в принципе, молодая девушка. Но я не планирую сейчас никакой беременности. Хотя я могу, и мне надо бы как бы. Все, эта комната не нужна. Так что насрать на этого зомбаря. Я бы тебя не взял.
Ах ты, какая это, а? Тварь. Потом снова искать человека на замену. Ну, ты, конечно, жестокий, я скажу. Вот повсеместно сначала не берут на работу, потому что вот залетишь и в декрет уйдешь, а потом лет 40 тебе. А что ты всю жизнь делал? Где твой опыт работы? Короче, это такая сложная тема, что я вообще боюсь ее обсуждать, потому что это может перейти в такой спор. Это бесполезно. Бесполезно кому что-то объяснять. Так, вон там есть закрытая дверь. Туда можно попасть. Через что? А, это не закрытая дверь. Это там обвалился потолок. Да-да-да. Туда уже никак не попадешь. Так, ну у нас тут все получается. Вот у нас на втором этаже какие-то красненькие он. Что-то какое-то все красненькое. Так. Что еще у нас есть? У нас есть очень много дверей не открытых наверху. Сейчас мы туда пойдем тогда. В какой комнате? С которой я только что вышла? Ой, не то. Так, там будет зомбарь, вот здесь лучше посюда пойдем. Я не хочу с ним драться. Вы это видели? Блять. Это какой-то кошмар. За мной наблюдает Орель. Чё? Лол. О. Так, погоди-ка я выйду отсюда сейчас. Обратно зайдем. Так, ага. Обратно стали комоды. Письмо от шефа службы безопасности. Отправитель шеф службы безопасности. Дата 22 июля 1998. День X приближается. Выполните следующие процедуры в течение недели.
Первое. Заманить в лабораторию группу STARS и наблюдать за их борьбой для сбора данных о боевых качествах. Второе. Отобрать 2 эмбриона каждого мутированного образца в качестве образца за исключением тирана, утилизировать тирана. Третье. Уничтожить Арклейскую лабораторию, включая всех ученых и подопытных животных. Замаскировать все под несчастный случай. Когда вышеозначенные процедуры будут выполнены, доложите в штаб-квартиру для получения дальнейших инструкций. Если по каким-то причинам вы не можете выполнить процедуры в срок, немедленно сообщите в случае чрезвычайных ситуаций, отчитываться напрямую по дополнительному номеру 5691. Удачи, штаб-квартира Umbrella. Umbrella Incorporated. Вот тварь, а. Там что-то горит. А, это вот где светится. Я думала, это у этого светилось. В глазу находится желтый дракамень. Вынуть его. Он прикреплен к чему-то и не поддается. А я и не смогу его все равно достать. Так, ну чё? Короче, давайте, знаете что, сохранимся и, наверное, будем заканчивать. Мы сегодня много чего сделали. У нас тут рядом этот находится. Так, сейчас. Отложу все лишнее и будем разгадывать загадку сейчас. Разгадаем ее и будем заканчивать, короче. Кстати, вот это надо проверить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кажется, поняла. Там, кстати, была красная трава. Ой. Нет, не поняла? Неправильно, да? Ладно. Изучить. Осмотреть. Сюда надо кристаллики вставить, да? Все понятно, хорошо. Хорошо. Тогда вот это отложим. Я думала просто вот эту вставить вон туда, вон там. Все понятно. Ой. Но этих зеленых челов пока не будет, поэтому... Угу. Короче, это надо тот кристаллик, который сияет у этого, у сокола. Или кто он там, ястреб. Сейчас туда пойдем. Ой. Интересно, она может драться? Нет, не может. Ладно. Так. Угу. Получается, вот этого, наверное, сокола надо забрать, наверное, может. Нет?
Ой, блядь. Там очень просто. Ладно, давай не подсказывай. Сейчас. Да тут, по сути, все загадки простые. А, я дальше не могу уже, что ли? Так, ну-ка. В глазу находится красный. Так. Но я выключила свет. Ага, просто чучело головой не говорит. А, нет, я забыла вообще. М. М. Так, я спрошу. Тут оружие же не надо, да? Подключать там нож, там еще что-то. Например, ударить этот орла этого. Ударить орла. Нет, не нужно. Так, ладно. Буду думать. Так, ну то, что я выключила свет, это... Ага. Может, вот тут надо подвинуть поближе. Ой. Ой. Да блин. Как-то не это... Я думала, может, можно на себя потянуть как-то.
геймпад. Что за геймпад? Так, что сделаем? Чтобы поиграть в эту игру. Ой. Посмотрю как-нибудь, наверное, на досуге трейлер Elden Ring. Xbox серый. PS4. Ау. Так, сейчас. Почему она не реагирует на этого орла? Ты выключила свет, зачем люди выключают свет? Чтобы не видеть, да? Или чё? Ну так он все равно же меня видит. Смотри. Сейчас, подождите. Там эти комоды вонючие. Нет, сейчас. Если я буду долго тупить, тогда да. Может быть, зажигалку сюда принести или чё? Просто это надо на время делать. Пока он поворачивается. Все, я поняла. А, все. Не успела. Ладно, сейчас.
Да, блядь, не успеваю. Ура! Я знаю, куда этот желтый вставить. А, тут вращать еще надо, блядь. Это какой-то герб, что ли? Ой, блин. Бля. Так, погоди. Так, надо вот эту подвинуть, походу. Она вроде правильно стоит. Тут вот сейчас вот эту надо так вот, да? Во. Внутри была брошь. Она приняла форму ключа. Так. Ключ с эмблемой семьи Спенсера. А, я поняла, где это. Все, понятно. В детстве тут было сложнее. Ничего не было видно, была каша. Какой там рисунок не видно было.
Это же еще ремастер же, кстати. Это ремейк и еще и HD ремастер. Ремейк. Так, сейчас мы пойдем. Так, давайте тогда сохранимся. И, наверное, тогда будем заканчивать, да, скорее всего. Потому что там уже что-то это... Ладно, будем заканчивать. Следующий этот продолжим. Потому что там уже много всего уже будет. Теперь в особняке там... Короче, нормально посидели, так поболтали. Вообще хорошо. Хорошечно так, отлично. Ой. Ой. Так, все. Продолжим, возможно... Можно даже завтра, не знаю. Ну, посмотрим, короче, если у меня будет также все как бы не тяжело, то нормально. Сейчас... Да и уже поздно, уже спать надо. Спать надо ложиться. Я уже вышла. Так что давайте. Спокойной ночи всем. Сладких снов. Вот вам. Сердечко. Terminate Sauce. Давай, точно, да. Точно. Хорошо, что напомнил. Сейчас. Так, юбубы. Посмотрим и пойдем спать. Так, трейлер, да? Конечно же, 2 года назад проходил Куплинов, уже успел. Я видела эту игру. Да. Это что-то подобие типа Silent Hill. Типа этот... Закос под Silent Hill, короче, что-то такое было. Да. Вон, даже у Куплинова название Resident Hill. Все понятно. Короче, ладно. Я поняла, да, я помню эту игру. Да. Все, я вспомнила. Но она что-то как-то мне не очень так понравилась. Тогда. Не знаю, как сейчас, но... Ну ладно. Ну все, давайте. Всем пока. Спасибо за стрим. Спасибо, что так классно поболтали сегодня. Увидимся когда-нибудь. Может, завтра, может быть, на днях. Ну, посмотрим. Уведомления, надеюсь, всем приходят. Так что давайте, все. Всем пока-пока. Спокойной ночи.